Այս տարի տեղեկատվական պատերազմում Ադրբեջանը սփորձագետների կրեց թերևս ամենածանր պարտությունը, խոսքը Խոջալույի մասին է։ Հայաստանում գործարկվեց նրանց կեղծարարությունները մերկացնող Խոջալի.net կայքը, հետո Չեխիայում տապալվեց Լիդիցեի հետ Խոջալուն զուգահեռելու փորձը։ Ավելին, Չեխիայից Հայաստան եւ Արցախ ժամանեց հայտնի լրագրող Դանա Մազալովան։ Նա Այազ Մութալիբովի հետ սենսացիոն հարցազրույցի հեղինակն է, որտեղ Ադրբեջանի նախագահը խոստովանում էր, որ Խոջալույի սպանդի կազմակերպիչը իրեն ընդդիմացող ժողջակատն է։ Մազալովան, որ մեր պատերազմը տեսել է ճակատի երկու կողմերից, Խոջալույի դեպքերի վերջակետն իր համար դրեց Արցախում։ Անցած պատերազմի հայտնի հրամանատարներից մեկի Վիտալի Բալասանյանի եւ անկախ լրագրող Դանա Մազալովի զրույցին անվտանգության միջանցքից մինչև դիակները գտնվելու վայրը հետևել է իմ գործընկեր Արտուր Գրիգորյանը։ Я приказ получил такой оставить коридор, и мы, наши отряды сил самообороны, назначили, чтобы никто не трогал. Ходжалинцы должны были организованно выйти на эту дорогу и пойти вдоль сопровождением Элман Мамедова. Вот сегодня он... Мы это запишем. С ними пошла Вика Ивлева, которая это описывает в московских новостях. И еще одна итальянка, такая блондина, с ними пошла. Ну я не знаю кто, тогда вот народ пошел. И сколько приблизительно это было человек? Это были группировки 50, дальше пришли 30, дальше пришли 20. Так группировки потихоньку пошли. Но он должен был организовать. Но я не знаю. Вот если председатель тогдашнего сельсовета или городского совета, сегодняшний депутат Милли Меджлиса Элман Мамедов, говорит, не было коридора. Нельзя спросить, а как он прошел? Вышел из Ходжалы и живым оказался в городе Агдам. Вопрос, если не был коридор. В московских новостях второй человек описывает, что армянская сторона как минимум месяц заранее предупреждала, что в годовщину Сумгаита будет атака на Ходжали, да? Или будут забирать Ходжали, чтобы аэропорт. Во-первых, такого не было, что будет атака. Армянской стороне было нужно взять аэропорт. Не только аэропорт. Дорогу закрыли, вот прикрыли дорогу в Ходжалу. Там Харро, Храморт, Аскерян, Нахчеваник, Бирджама, Аранзамин и так далее. Несколько деревень закрыли дорогу. Мы вынуждены были открывать дорогу. Понятно. Я еще раз хочу повторять. Мы несколько раз им предупредили, мы несколько раз им объявили, мы несколько раз им сообщили. Даже последний день, 25-го, по микрофону, вот по кругу, из Аскеряна, из Норагюга, из Лусаджора, из Састарабала. Вика описывает точно, что предоставили коридор. Как вот Вика нашла эту тропинку или дорогу? Она пошла отсюда, она была здесь с ними, она пошла с ними отсюда. Она это описывает. Значит, кто-то им сказал и кто-то показал им эту дорогу? Да, она это описывает, да. Значит, был коридор? Да. Теперь мы видим этот путь. Это коридор. Да. Те, которые вот перепутали, вот они пошли на горку, в лес. Мы их обнаружили. Потом вот дальше от крепости мы их указали дорогу. Вот дым, видите? Дым. Ага. Вот оттуда вот дорога идет, мы их сопровождали до этого, вот видите, обрыв. Их пустили оттуда. Еще хочу сказать, вот поедем я на дороге покажу, вот река, правее стоял Народный фронт, ихняя сторона, азербайджанская сторона. Там я была в этих окопах, потом в половине. Народный фронт, да. Под командованием Багиров Аллахверди. В левее стоял войска, так можно сказать, правительственные войска, под командованием, сказали, вот у него близко был Алаягу. Мы их пустили отсюда, никого не трогали. Здесь был правительственный, вот эту дорогу контролировал с их места. А там Народный фронт. Те трупы, которые обнаружили, это территория Народного фронта. Я это знаю.
И я видела на этих кадрах Чингиза, он летит, как я описала, летит на этом азербайджанском вертолете, обнаруживает что-то, просит пилотов снизиться и снимает сверху с этого вертолета, как между этими трупами шагает человек в форме, который не боится азербайджанского вертолета. Когда они садятся, человек исчезает, и смотрим на эти трупы, которым сблизу кто-то прострелял колени. А как вы думаете, это был армянин? Знаете, я не думаю, я описываю, что видела. Вот видите, дорога идет, там тоже были их окопы, вот ближе такие окопы были у нас. Первые вот трупы они обнаружили вот здесь. Дальше там трупы лежали, вот в этом поле лежали, вот под этим горком лежал. Чингиз, вот я один раз тогда вот с азербайджанской телевизии не видел, вот Чингиз вот был на этом горке был. Вот когда и он говорит, у меня там батарейки сели, я не смог до конца снять. Ага. Он даже такую фразу сказал на азербайджанском языке. Это, что он там снял, это длится где-то более получаса. Там его ругают, это вояки, можно так сказать, с Народного фронта. Я говорю, вот здесь эти окопы, это Народный фронт, отсюда правее, Народный фронт был, здесь муталибовцы. Там... Такая граница была. Все погибшие вот здесь были. Потом Чингиз, бывший врач, показывает мне на этих кадрах, когда обнаружил, что они сблизу прострелены в коленях. Там есть деталь маленького мальчика, где-то 2,5 года. У него вязаная шапочка на этих кадрах, которые снял 28-го. И когда возвращается второго, тот мальчик маленький, как и другие, скальпирован. Это значит, все сблизу и на азербайджанской территории. И Чингиз мне сказал, знаешь, я теперь боюсь двигаться по Баку без бронежилета. И утром я пошла на разговор к Муталибу.